Мы продолжаем писать неизвестную историю чеченской войны, которая в очередной раз убеждает нас в том, что порой сценарий самого невероятного голливудского блокбастера не идет ни в какое сравнение с тем, что может произойти в жизни. Это на собственном примере доказал простой парень, младший сержант Евгений Борисов. Несколько дней, истекая кровью, не имея никаких шансов на спасение, Евгений в одиночку вел бой с целой группой бандитов и победил. Октябрь 1999 года. Селение Аршты на Дагестано-Ингушской границе. Именно здесь расположилась часть западной группировки войск под командованием генерал-полковника Владимира Шаманова. Основная задача федеральных сил – осада села Бамут. Именно там засели крупные формирования боевиков. Село Бамут для обеих противоборствующих сторон не только стратегическая цель, но и символическая. Ведь 3 года назад, во время Первой Чеченской войны, здесь шли ожесточенные бои. Российские войска встретили тут мощное сопротивление, но все-таки взяли штурмом этот населенный пункт. В 1999 году боевики вновь выбрали Бамут своей основной базой. Они расположились на сопках вокруг селения и обстреливали федеральные силы на протяжении нескольких дней. Каждая из сторон пыталась оттеснить друг друга со стратегических позиций. Но никому это не удавалось. 13 октября командование отдает приказ провести разведку боем и узнать, какие силы остались у бандформирований. На задание отправляется несколько бронетранспортеров, но недалеко от села они попадают в засаду. Начинается неравный бой. Чтобы спасти попавших в ловушку бойцов, им на подмогу командование отправляет танк под номером 313. На броне находится прапорщик и 4 солдата. Среди них младший сержант Евгений Борисов. Тогда он и не подозревал, что, спасая экипаж, возьмет огонь боевиков на себя, а потом в одиночку в течение 4 дней будет отбиваться от бандитов, прорываясь к своим. Уже через 5 минут после полученной команды танк 313 отправляется на помощь своим товарищам. Но доехать до назначенной точки, где вела бой пехота федеральных войск, ему было не суждено. На подходе к селу Бамут он тоже попал в засаду боевиков. Бандиты открыли огонь по машине из гранатомета. Из-за взрыва экипаж лишился внешней и внутренней связи, а солдаты, сидевшие на броне, получили ранения. Мне в глаз попал осколок камня, в ногу. Я сразу схватил за глаз, переживал, что он у меня вытек. Глаз был в порядке, а справа от меня сидел старшина, прапорщик. У него горела уже нога, кровь была. Мы сидели до последнего на танке. Как старшина нам дал приказ выпрыгнуть с танка. Я выпрыгнул последний, упал в канаву с водой. Младший сержант Борисов понимает, если они сейчас не продолжат операцию, то попавшим в засаду пехотинцам не на что будет рассчитывать. А лишившийся связи танк с экипажем станет легкой мишенью для боевиков. Именно поэтому солдаты принимают решение разделиться на 2 группы. Одна ведет перекрестный огонь с бандитами, а вторая под прикрытием пытается все-таки прорваться к своим. Борисову и его товарищу поручена первая, отвлекающая часть. Как только танк начал движение, они открыли шквальный огонь по боевым точкам противника. Им пришлось вести этот бой в течение нескольких часов в плотном кольце бандформирований, не давая боевикам подойти ближе, чем на 20 метров. Боевики пытались нас взять в плен живыми. Подходили к нам все ближе. Мы отстреливались, были взрывы вокруг. И вот мы с Юрой приняли решение, что надо выбираться. После того, как боевики обстреляли холм, где мы должны были выходить, но мы дождались вечера и начали выбираться. Солдаты пробивались к ближайшим сопкам.
проверяя овраги и кусты. Они искали своих выживших товарищей, но никого не было. Это означало, что никто из сослуживцев не ранен и может самостоятельно продолжить операцию. Бойцы приняли решение переждать ночь в засаде, а с рассветом, как раз во время утреннего намаза, начали двигаться к российской базе. На следующий день младший сержант Борисов и его товарищ наткнулись на блиндаж с боевиками. Продолжить путь незамеченными было уже невозможно. Нужно было прорываться с боем. Солдаты подползли как можно ближе к земляному укрытию бандитов и открыли огонь на поражение. Боевики начали разбегаться, и один начал прятаться за дерево. Я достал гранату РГД-18, выстрелил прям в дерево, и в этот момент справа от меня просвистели пули. Автоматная очередь, и последняя пуля попала в меня. А мне попала в руку, прям в локтевой сустав. У меня рука просто упала, свисла. Я не мог уже контролировать свою руку, работать с ней. Я упал на колени, и по щеке мне побежала слеза, потому что я вспомнил маму, что будет с ней, если я погибну. Вот эта мысль о ней мне тогда очень помогла. Несмотря на тяжелое ранение, младший сержант Борисов продолжил бой. Действующий левой рукой, он не переставал вести огонь. Вторая брошенная им граната точно поразила врага, но разорвалась недалеко от солдата. Ее осколки попали ему в левое бедро, повредив ногу почти до кости. От удара осколка я упал, встал, достал вторую гранату, опять кинул в то направление и стал отходить немного. Когда спустился во враг, там были деревья порубленные, кусты, я прилег, перевязал все раны, с головы снял косынку, бандаж, засунул полностью в бедро. Немного передохнув, я начал выбираться. В этот момент солдаты решили разделиться. Евгений Борисов принимает огонь на себя и уводит боевиков от товарища, чтобы тот мог скрыться. Маневр удался, и выжившие боевики отправляются в погоню именно за Борисовым. У бойца заканчиваются боеприпасы. Приходится отстреливаться одиночными. Младший сержант не знает, сколько еще времени потребуется, чтобы выйти к стоянке федеральных войск. Он ползет в направлении выстрелов танка. Борисов понимает, что там находится наблюдательный пункт российской армии. От большой потери крови солдат постоянно теряет сознание. То упаду, очнусь в тот день, ту ночь, не пойму. Очень сильно хотелось есть, пить. Смотрю во враг, чистый пруд. Спускаюсь, нету пруда. Обратно поднимаюсь. И так сил нет уже. Смотрю, опять пруд. Спускаюсь, нету пруда. Приходилось пить воду с лужек. 4 дня Евгений пробирался сквозь лес. Он отморозил ноги, не чувствовал правой руки. Он истекал кровью, но продолжал двигаться вперед. Ему удалось оторваться от бандитов. Но в этот момент для него начался совсем другой бой. Это уже был не бой, а битва за жизнь или смерть. Потому что я чувствовал, что я просто погибаю. Я думал, что не выйду к своим, останусь там же. С собой я держал уже гранату F1, чтобы в любой момент, если наткнусь на боевиков, я мог подорвать себя вместе с ними. 17 октября ему все-таки удалось выйти на группу федеральных войск. Солдаты оказали ему первую медицинскую помощь и отправили в военный госпиталь. Он перенес множество операций и еще полгода провел в реабилитационном центре. В феврале 2000 года он вернулся в родную часть, где с удивлением узнал, что за мужество и героизм, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северокавказском военном регионе, представлен к званию Героя России.
Уже после увольнения на гражданку командир рассказал Евгению любопытную подробность. В полку подумали, что Женя погиб. Но надежда появилась, когда боевики вышли на связь и сами попросили забрать своего героя, как они сказали, который ползет и все время отстреливается одиночными. Духи, видимо, понимали, что живым солдат в плен не сдастся, поэтому и оставлять у себя в тылу даже раненого побоялись. Так вот, тем самым героем и оказался младший сержант Евгений Борисов.